Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по лесным пожарам. Узнаем о текущей обстановке в республике. Предлагаем послушать. Добрый день. На территории республики всего действует 144 лесных пожара на общей площадью более 1,5 миллионов га. Принимаются меры по тушению 48 природных пожаров с общей площадью 530 тысяч га. Всего группировка сформирована и принимает участие более 2000 человек и 258 единиц техники. За прошедшие сутки локализовано 10 природных пожаров на общей площади 75 тысяч га, ликвидировано 7 природных пожаров, а также за прошедшие сутки обнаружено еще 25 природных пожаров на общей площади 4000 га. За прошедшие сутки в связи с ветровой нагрузкой ситуация изменяется и требует особого внимания. Это по населенным пунктам горного района Өрт-Кюрелях, а также по Кобяйскому району Ситта и Сангар и поселка Такаракай Верхнеуфимского района. В связи с тяжелой этой ситуацией оперативным штабом республики принято решение перебросить силы ФБУ авиалесохраны с природных пожаров Ленские столбы, это 25 человек, они будут переброшены на пожары в поселок, в районе это поселка Ситте. А также со вчерашнего дня работает аэромобильная группировка и силы это государственной противопожарной службы 35 человек на приближенных пожарах в районе поселка Каракай Верхневиалуйского района. Продолжает работу группа взрывников ФБУ авиалесоохраны в районе природного пожара поселка Салбан Намского района. Это был брифинг оперативного штаба по лесным пожарам, а мы продолжаем. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого утра. Единовременную выплату на школьников в размере 10 тысяч рублей перенесут на 2 недели раньше. Более 18 тысяч граждан планируется расселить из аварийного жилья в Якутии. Собака освоила катание на сапборде. Расскажем подробности этой истории. Президент России Владимир Путин поручил перенести единовременную выплату на школьников в размере 10 тысяч рублей на 2 августа. Об этом глава государства заявил во время совещания по подготовке к новому учебному году. В свою очередь, министр труда и социальной защиты сообщил о готовности пенсионного фонда осуществить выплаты на 2 недели ранее намеченного срока. 17 миллионов школьников получат выплаты, начиная с понедельника. Напомню, что в начале июля Владимир Путин подписал указ о денежных выплатах семьям с детьми от 6 до 18 лет, а также для детей с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение в школе. Финансовые средства на осуществление выплаты в полном объеме доведены до пенсионного фонда. Это 204 миллиарда рублей. Мы продолжаем прием заявлений родителей. Действительно, Владимир Владимирович, согласно постановлению правительства, старт выплат намечен был на 16 августа. При этом технически уже к понедельнику мы будем готовы осуществить выплаты на 17 миллионов детей. Для этого нам потребуется внести изменения в постановление правительства, в котором указана дата начала выплаты. Мы готовы провести оперативную эту работу и можем начать выплаты с понедельника, со 2 августа. Система готова, деньги есть, да? Система готова, деньги доведены. В понедельник выплатим средства на 17 миллионов детей. Хорошо, так и сделаем. И начнем эти выплаты со 2
августа этого года, то есть со следующего понедельника. Более 18 тысяч граждан планируется расселить из аварийного жилья в Якутии в 2021 году. Реализация программы переселения людей из аварийного жилья на Дальнем Востоке должна продолжаться. Ее нельзя останавливать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе визита в Южно-Сахалинск. Уже переселено более 9 тысяч человек из аварийного жилья. Заключены контракты на приобретение почти 4 тысяч жилых помещений на сумму более 15 миллиардов рублей. Около 1500 собственников жилых помещений заключили соглашение о выплате компенсации на сумму более 3 миллиардов рублей. В Мирном рабочие приступили к капитальному ремонту взрослой поликлиники. Здание преобразится благодаря госпрограмме и будет соответствовать современным стандартам. В этом году подрядчики меняют старые окна и устанавливают пластиковые. К концу августа строители завершат и ремонт крыши. Работы ведутся в основном по выходным, поэтому медики принимают пациентов в штатном режиме. Реконструкция взрослой поликлиники государству обойдется в 40 миллионов рублей. Капремонт пройдет поэтапно в течение 3 лет. Дальше будет замена горячего и холодного водоснабжения, канализационной системы, а также будет произведен косметический ремонт и перепланировка самой взрослой поликлиники. В Нерюнгринском районе состоят на учете в службе занятости 460 официально безработных. Для сравнения, в июле прошлого года была 1260 человек с таким статусом. С этого года в федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография» включены мероприятия по повышению эффективности работы службы занятости. Продолжит тему Екатерина Павлова. Основная задача проекта – создание кадровых центров нового типа, в которых соискатели и работодатели получают комплекс услуг в сфере занятости с использованием современных подходов и технологических инноваций. Модернизация направлена на повышение эффективности работы центров, обеспечение комплексного подхода к решению вопросов трудоустройства. В текущем году в Центр занятости обратились за содействием в поиске работы 870 граждан. Трудоустроились более 700 безработных граждан. В банке вакансий сейчас 2500 вакансий, в том числе 2100 по рабочим специальностям. Летом одним из важнейших направлений работы Центра занятости является временное трудоустройство несовершеннолетних. На сегодняшний день заключено 25 договоров с предприятиями Нерюнгринского района. Приступили к работе 140 подростков. На август подали заявки еще 7 работодателей района. В соответствии с рекомендациями оперштаба района, подростки трудятся в бригадах на открытом воздухе, приводят в порядок дворовые территории. В этом году я поступаю в колледж, поэтому мне нужны деньги, и я помогаю маме с этим. Это отличная возможность занять время с пользой для города. Я хочу помочь своей маме, так как она очень нуждается в моей помощи. Я еду в отпуск, и мне нужны карманные расходы в отпуске, а также купить себе новые крепления на сноуборд. Специалисты Центра занятости Нерюнгринского района продолжают работу в штатном режиме и обеспечивают предоставление полного спектра государственных услуг в области содействия занятости населения, несмотря на то, что сегодня в фронт-офисе выполняется капитальный ремонт. Активные работы начались во второй половине июня, подготовительные и демонтажные работы уже завершены. В настоящее время ведутся сантехнические, электромонтажные и отделочные работы. Ремонт планируют завершить в середине сентября текущего года. Также в рамках данной модернизации идут закупки по оснащению филиала новой офисной мебелью, компьютерной и мультимедийной техникой. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Мирнинский региональный технический колледж проверили федеральные эксперты премии качества правительства России. 5 лет назад колледж принимал участие в этом престижном конкурсе и, обойдя серьезных конкурентов, завоевал награду. Но теперь пришло время подтверждать звание. По каким критериям оценивали учебные заведения, выяснял наш корреспондент. Чемпионов республиканских и всероссийских конкурсов в сварке, электромонтаже, системному администрированию, промышленной автоматике, аддитивным технологиям и лабораторному анализу сегодня обучают в Мирнинском региональном техническом колледже. Все это стало возможным не без поддержки Алроса. Только за последние годы в Мирнинском и Айхальском филиалах заработали несколько новых лабораторий и мастерских. Руководство учреждения во второй раз решило получить самую престижную награду страны для предприятий – премию качества правительства России. Одна из главных встреч экспертов премии проходила с участием первых лиц алмазодобывающей компании. Не видим
серьезных никаких больших проблем в плане взаимодействия. Да, у нас очень такие тесные, хорошие отношения. Мы отлично работаем, идет обновление оборудования. На премию правительства заявляются только успешные предприятия и организации. И это при том, что денежного эквивалента у премии нет. Статус говорит о многом в кругах управленцев. Экспертам важно выяснить, как предприятие достигло успеха, а в случае с Мирнинским колледжем, какие новые достижения получили спустя 5 лет после первой победы. В премии существует 9 критериев оценки: лидерство и стратегия развития, мотивация персонала, партнерство и поиск ресурсов, а также внутренние бизнес-процессы. Но самое главное – устойчивое развитие. Если эксперты придут к выводу, что заявитель неуверенно стоит на ногах и в любой момент может прекратить свою деятельность, победы ему не видать. Если предприятие получило премию правительства в области качества, это означает, что оно является лидером в России в области лучших практик в менеджменте качества. Оно является финансово и устойчивым. Значит, его деятельность является результативным, и оно удовлетворяет потребностям рынка и его потребителей. Если 5 лет назад МРТК был единственным учебным учреждением с Дальнего Востока, которое боролось за премию, то теперь конкуренция усилилась. По примеру Мирнинского колледжа в бой пошли и другие учебные заведения. Хоть МРТК и получил высокие оценки, эксперты признаются, конкуренты не слабее и научены горьким опытом поражений. Окончательные результаты конкурса огласят в Москве через несколько месяцев. Роман Муконин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Американский кокер-спаниель по кличке Муха освоил катание на сабборде и теперь не хочет расставаться с доской. На водные прогулки он выезжает в паре с хозяином. После неудачного прыжка с парашютом мужчина не смог отказаться от спорта. Впервые на водную прогулку он отправился вместе с другом, а вскоре новое хобби понравилось и питомцу. Собаке развлечение пришлось по душе настолько, что она не оставила хозяина даже на соревнованиях. Животное стало настоящей звездой гонки «Урал-Каяк». Необычная команда могла бы занять призовое место, однако во время заезда Муха упала в воду. Виталий не оставил друга в беде и поэтому к финишу пришел только 8-м. На скорости сабборда сказался и вес собаки. Теперь Виталий, кроме фотографий, будет коллекционировать и медали, которые они вместе с Мухой планируют получать на соревнованиях. САП нам нравится, потому что это как свободная прогулка. Мы гуляем. Ты когда на воде, еще с другом, то отвлекаешься от всех проблем, вопросов. Своего рода медитация. Люди на набережной всегда очень реагируют, особенно дети. Им нравится. Они кричат, машут, улыбаются. Очень много фотографий в чужих инстаграмах находим. Друзья присылают, что вот фотографию у кого-то знакомых увидели. То есть это такая визитная карточка наша. Молодежь смеется, кричит с моста, что дяденька, не топите, муму. К этому часу это все новости. Хорошего дня.